Было так грустно, так трудно. Я застрелил своего друга. Все потому что жизнь, сука. Я застрелил своего друга. Было так грустно, так трудно. Я застрелил своего друга. Все потому что жизнь, сука. Я застрелил своего друга. Вот мы на черно-белом фото, босоногие и чумазые, без проблем и без забот. Беспощадно быстро пролетают годы, а тогда хотели быть взрослее и думали все наперед. Полароид на твоей свадьбе, я в роли свидетеля. Мне твоя мама на грудь красную ленту повесила. Гуляли, пили, помнишь, как было весело? 140-й Мерс увез вас на рейс медового месяца. Помню, долго ты снимал хату после того, как твоя жена ушла жить с ее адвокатом. Ты заливал тоску вином, чувствуя свою вину. Похудел, сутулился в надежде ее вернуть. Спустя время заболела печень. Вроде говорят ничего, сейчас у нас это лечит. Но врач думал иначе и без наводящих вопросов холодно и резко отрезал, что у тебя рак костного мозга. И уже слишком поздно проявляются симптомы: анемия, головокружение и кости ломят в очередной раз. Скорая предлагает госпитализацию, но ты лежа неподвижно на диване все же смог от нее отказаться. Они больше не могут выписывать морфины, их больше не трогают слезы на щеках мужчины. Медик, что помоложе, шепнул мне на ухо в гостиной: попробовать нелегально для больного найти героина. Но с каждым днем становилось хуже. И как-то раз я застал его в спальной, в руках с оружием. Он говорил, что больно жить и больше не может, но боится, что суицида не простит ему Боже. Был серый пасмурный день и дождь бил по стеклам. Мне чудилось, что весь мир вокруг был проклят. Он закрыл глаза, выпустив духа. Жизнь, сука, я застрелил своего друга. Все потому что жизнь, сука. Я застрелил своего друга. Все потому что жизнь, сука. Я застрелил своего друга. Было так грустно, так трудно. Я застрелил своего друга. Все потому что жизнь, сука. Я застрелил своего друга. Было так грустно, так трудно. Я застрелил своего друга. Все потому что жизнь, сука. Я застрелил своего друга. Это было в середине 90-х. Организованные преступные сообщества, бригады, группировки. Друган подтянул прикрывать мелких предпринимателей. Нормально бабла, долю на общак обязательно. Наши персоны стремительно набирали вес. Прикупили стволы, забрали за долги. Очкастый Мерс вместе попадали в жесткие замесы. Вопросы касались крупных объектов, круглых сумм в сейфах и кейсах. И вот очередная встреча на поздний час намечена. Вечер, пустырность, человек 30, их чуть поменьше. Самый разговорчивый нас нагло зачета лечит, прикрываясь парой бакланов широкоплечих. Резкое движение для него оказалось последним. 2 пулевых ранения с исходом смертельным. Поле засвистели, мы с корешем укрылись замерен. И только тут я заметил, что мой напарник серьезно подстрелен. Пуля вошла в брюхо, кровь стекает по брюкам. Видимо, тут дело туго. Как ты, братуха? Тем временем все стихло вокруг. Остались лишь трупы. Последнюю просьбу друг прошептал на ухо: позаботься о моем сынишке и не дай умереть в муках. Положил горячий ствол в мою руку. Я крикнул вместе с раздавшимся оглушительным звуком: жизнь, сука. Я застрелил своего друга. Было так грустно, так трудно. Я застрелил своего друга. Все потому что жизнь, сука. Я застрелил своего друга. Было так грустно, так трудно. Я застрелил своего друга. Все потому что жизнь, сука. Я застрелил своего Просто давно друга. не виделись, уж такова жизнь. Он уже лет как 6 в столице Москов шоу-биз. Мне нанести ему визит любезно предложил, поскольку дружбаны со школы типа ностальжи. И все такое, у него все ровно на мази. Пара квартир, в центре Бентли, личный лимузин. Короче, ездить затусить и устроить пир. И вот уже мы с ним сидим на одной из них. Сыпет орех горкой на стол, предлагает мне, а я в отказ понтом завязки на пару дней. Неубежденный маем твердый
простым ответом нет. Он незаметно поддержит мой абсент неким дурманящим средством, как позже оказалось. Нечто подобное мету, но только галлюциноген и кровь конкретно. Опустошив бокал залпом, я улетел вдруг, мгновенно покинув тело, а позже и планету. Словно во сне мельком всплывающие сцены битвы, иноземные создания, растения, гибриды. И очевидно был убит бы, если бы не ствол, что почти обессилев все же выхватить смог спустя часы, а может быть минуты, очнувшись лежа на полу посередине кухни, наедине с его уже почти остывшим трупом. Черт, я застрелил своего друга.